Шестеро жителей республики задержаны по подозрению в участии в террористической организации. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ и Следственным комитетом установлено, что фигуранты дела, граждане России, приверженцы запрещенной на территории страны международной террористической организации, вынашивали намерения по совершению диверсионно-террористических акций в республике. В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и частью 1 статьи 30 пункта А части 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигуранты, граждане России, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, вынашивали намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории региона. В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа. Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по месту проживания трех местных жителей республики обнаружены взрывные устройства. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Следователями и криминалистами Следственного управления отрабатывается версия о причастности молодых людей, незаконно хранивших взрывные устройства, к участию в террористической организации. Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ФСБ России. В рамках уголовного дела проведены допросы подозреваемых, назначены судебные экспертизы. В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.